Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. И вот вопрос, который очень многих беспокоит. Часто об этом пишут, часто спрашивают, часто на это именно гадают. Потянет ли он вас финансово, будет ли вообще вкладывать в вас деньги, будет ли вас содержать? Вот мужчина, женщину. Принципиально не гадаю наоборот, потому что сама женщина. И вот настолько плохо внутри, если мужчина хочет, чтобы его женщина содержала. Поэтому гадаю только в обратную сторону, да. Ну, то есть какой-то естественный процесс, когда женщина очень надеется на мужчину, что он для нее рыцарь, что он для нее кормилец, что на него можно в жизни опереться, что он будет в нее вкладываться, что он будет ее финансово тянуть, содержать, отвечать за нее, что от него можно там, не знаю, детей рожать, жить с ним и все такое прочее, отдавать всю себя. Вот. Конечно, да, конечно, в Европе совершенно другие взгляды. И зачастую в Штатах. Ну, в Штатах, кстати, нет. В Штатах чаще всего в семье один работает, а второй полностью следит за домом, потому что за домом очень трудно следить. У нас в Европе, получается, мужчина и женщина вроде как поддерживают постоянно, что они пополам все делают, там работают, да. И вот, ну, есть другой менталитет немножко, вот какой-то славянский, я могу так сказать, что женщина надеется на мужчину. И восточный менталитет такой же, да, что женщина надеется на мужчину, что вот он ее не бросит, что будет содержать, что будет вкладываться материально в их отношения. И вот это типа показатель того, что она на него вот как бы смотрит как на опору в жизни, да. Поэтому, да, конечно, менталитет у всех разный, не надо воспринимать мой расклад там как что-то вот противоречащее вашим жизненным принципам. А скорее просто, если вас интересует этот вопрос, ну вот человек как-то материально тянет вот вашу семью в будущем или нет? То есть, а вообще, ну, а заводить ли тогда с ним семью? Может, не стоит с ним заводить отношения, понимаете? Может, он, не знаю, разорен, например, или у него куча долгов. И зачем тогда это вообще надо? Так, его материальное состояние на сегодняшний день, и будет первая карта показатель, да, по которой вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию, все равно вы подозреваете, вот как-то есть у него, что у него там за душой, да, или нету. Все равно вы интуитивно это чувствуете или видите перед собой, да, там, ну, то ли человек направо и налево, там, да, покупает все, то ли экономит на каждой, там, не знаю, мелочи. Или что-то скрывает, там, да, может, он преступник или еще что-нибудь. Итак, первая позиция — оранжевый цыпленок. Сегодня опять решила воспользоваться цыплятами. Вторая позиция — голубой. И третья позиция — фиолетовый. И третья — фиолетовый. И как раз тут мы и выясним с вами, может, он сторонник того, чтобы вы пополам складывали в общую копилку семьи, да, там каждый работал. И вот это тоже нормально, это тоже нормально. Самое ненормальное — это когда, допустим, ну, женщина только вкладывается, а мужчина нет, вот это вот самое ненормальное. Все остальное нормально. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Вот его материальное состояние — это ваш первый показатель, по которому вы ориентируетесь. Итак, первый цыпленок оранжевый. И первая карта — это его материальное состояние. Солнце. Понимаете, у Солнца есть несколько таких вот трактовок. Первое — цветущее, процветающее, да, материальное состояние у человека. Хорошее. Человек может даже стать знаменитостью, например. Или там руководителем, хозяином бизнеса, хозяином жизни, знаменитым актером, там, не знаю, известным блогером, ну, кем-то, как хороший специалист, может, в чем-то, или просто удачливый человек. С другой стороны, это беспечное отношение к деньгам. Человек чувствует, что весь мир на него направил свои там солнечные прекрасные лучи, там, да, и у него все хорошо, и может не сильно беспокоиться о завтрашнем дне. Поэтому тут вот и так, может быть. Но, конечно, цветущее состояние такое. То есть сейчас человек себя ощущает, что у него есть все. Вот все есть, все деньги есть там, да, и благополучие пришло в его жизнь, и вот он на потоке изобилия находится. Он-то себя счастливым в этом плане ощущает, сам-то по себе.
Хорошо, а что он к вам чувствует? Король кубков. Любовь чувствует. Любовь, заботу, ласку, страсть и моральная составляющая отношений тоже устраивает. И вы устраиваете полностью. Прям считает, что у него к вам высокие чувства или как, очень сильные чувства. То есть сильно любит. Хорошо. Он вас тянет финансово? Туз жезлов, да, однозначно. Может тянуть финансово, хорошо тянуть. Опять же, с оптимизмом идет. Не жадный человек. Будет ли содержать? Шут. Но вот опять же тут просматривается такое, как я об этом не забочусь, о деньгах-то, да? Опять беспечность какая-то немножко просматривается. То есть, в принципе, может много отдавать вам, да, из своего кармана, но почему-то вот он какой-то то ли сам по себе беспечный, этот человек, может, не сильно ответственный, что ли. Но, в принципе, вот пока ему с вами хорошо, будет, скорее всего, содержать или вкладываться, да. Ну, или вот смотрите, а будет ли он в вас вкладываться материально? А вот тут вот с проблемкой уже пошло, да. Содержать может, вкладываться материально, вот чтобы вот в ваше материальное развитие, наверное, пока-то это надо вот выпрашивать, пока-то нет. Может ли завести на вас бизнес? Император. Сам буду править бизнесом. Видите как? Сам буду заправлять всем. Ну, а так совместное будущее между вами какое? 7 кубков. А у вас какая-то эйфория прям. Понимаете, этот человек, вот он слишком какой-то радостно восторженный. Пока вы его превозносите, пока вы его хвалите, пока он в центре внимания, пока у вас страсть, скорее всего, он сможет вас, допустим, материально вести и содержать, да, и у него, в принципе, есть такая возможность. Но сказать, что у вас обязательно будут серьезные отношения, или сказать, что этот человек женится, или сказать, что он вот, допустим, если вы перейдете в стадию бытовых отношений и вы не будете уже его так хвалить, будет продолжать вас содержать? Нет, наверное. Вот что-то тут немножко не так. Пока вы вместе счастливы, что-то вы можете, так скажем, и получать в материальном смысле. Только он увидел, что что-то вот как-то вы немножко подостыли, подогревать его он не будет. Почему-то именно такой человек попался номер 1. Ну, такая первая позиция. Убираю карты обратно в колоду. Позиция номер 2. Материальные его вложения в вас. Господи, бедный цыпленок, ты что, сломан? Где у тебя зад, где перед теперь? Вот, ага. Так, давайте его починим. Эй, цыпленок. Цыпленочек. О, получилось. Голубой цыпленок. Так, первая карта – это его материальное положение сейчас. 5 кубков. Все плохо. У этого человека плохо с деньгами, разочарован. Что-то еще осталось, но он сконцентрировался на том, что он уже потерял. Он что-то реально недавно в деньгах потери были. И он сосредоточен на потерях, а не на том, что у него есть и осталось. Сейчас идут явные проблемы, ему плохо, его это вводит в депрессию, ему это не нравится. Но это ни о чем не говорит, я вам так скажу. У проблемы с деньгами есть, часто бывают у всех, и у каждого человека может быть, это нормально. Когда-то мы выигрываем, когда-то проигрываем в жизни. Хорошо, давайте теперь посмотрим. А у него чувства к вам есть какие? Звезда, этот человек влюблен в вас, превозносит вас, восхищается вами, обожает, считает, что вы гораздо лучше, чем он. Особенно духовная составляющая отношений. Он о вас мечтает, у него платоническая любовь к вам. Сказать, что это физическая любовь, трудно. Сказать, что это страсть, трудновато. А скорее это какая-то вот высокодуховная любовь. Но звезда – это хорошая карта для любви. Он на вас очень надеется, как-то вот так даже. Верит в эти чувства. Хорошо, тянет ли он вас материально, финансово?
Двойка кубков. Только если вы будете вместе любить друг друга, хоть вы и разные в чем-то, но либо человек вас тянет материально, либо, по крайней мере, свою половину готов добавить. Как я уже говорила, да, в начале расклада, что есть сторонники того, чтобы вкладываться пополам. И двойка кубков, в принципе, и об этом может говорить, что ты сколько, ты столько и я. Мы складываем свои 2 кубка. Тем более, что 2 кубка у него только и осталось, да? Вот карта показывает на самом деле, что человек со своей стороны готов проявлять ответственность и делать все по максимуму, да? Но ему бы хотелось и от вас отдачи в этих отношениях. И не дай бог он заметит, что вы его любите за корысть. Вот это вот очень страшно. Но я не думаю, что вы так делаете. Я просто говорю, что не дай бог ему такое заподозрить. Сразу уйдет. Теперь давайте посмотрим, значит, будет ли он вас содержать. Рыцарь мечей. Сердится, да, сразу? Вот при слове «содержать» начинает сердиться. Его энергетика на нас с вами теперь сердится, когда мы сказали слово «содержать». Понимаете, о чем я? Типа каждый должен работать, каждый что-то делать. Даже если не работать, ну, значит, вы должны что-то делать. Он от вас требует. Даже если он начнет вас содержать, ну, тогда вы должны прям дома, я не знаю, выкладываться по полной. Прям все у вас с иголочки там должно быть, да, все рубашки накрахмалены. То есть тогда из вас делаются кухарка, уборщица там, да, и в постели, и мама, и вот. Вот это вам надо хорошо подумать. А будет ли он вам делать, чтобы у вас был собственный бизнес? Нет. Нет, он даже об этом не думает. Даже в мыслях у него нет, чтобы на вас завести бизнес. Ну и как продолжатся отношения? Суд. Ну, это какие-то судьбоносные кармические отношения. В принципе, у вас может даже брак быть. Вот. Но не ждите от него, что он будет вот с вами, что зная, что вы из-за денег или еще что-то. Нет, такого не будет. Скорее, у вас, наверное, и действительно друг другу чувства, и на равных готов вкладываться, как-то нести все равно ответственность, но у него сейчас неудача в деньгах. Ну, такой интересный ответ получился по второй позиции. Третья позиция. Фиолетовый цыпленок. Итак. Так, у тебя это падучая болезнь опять началась, да, цыпленок? Сейчас я тебя поправлю. Так, сейчас я тебя поправлю. Первая карта – это его финансовое положение сегодня. Ох, какой жук! 4 пентаклей. Все свое прижму к себе, да, жадина. Скупердяй. Но деньги есть, да? Может, есть и имущество. Но это прижимистый человек. Сразу по первой карте видно. Деньги есть, и он прижимистый. Он такой вот прям, ну, не так-то быстро и просто расстается с денежками. Понимаете? Хорошо, а что он к вам чувствует? Опаньки, 10 мечей. А у него какое-то появилось отчаяние в отношениях. Понимаете? Может, вы расстались, или, может быть, у вас идет к расставанию. Ну, вот что-то у него прям в отношениях, прям какое-то вот такое вот негативное чувство, или вины, или отчаяние по поводу отношений, или он не видит развития в этих отношениях. А вообще, тянет ли он вас материально так в будущем, да, если что? Туз мечей, ну, в принципе, тянет. Тянет-то тянет, так жадный. Будет ли он вас содержать? Паш кубков, да? Не совсем, не во всем. Вот, так, подождите. У него такой жезл красивый в руке. И я такая, и на жезл смотрю, нет, у него кубок-то есть, Паш кубков. Да. У него, видите как? Маленько, как сказать, не во всем, или постольку-поскольку, или сколько вам нужно по минимуму. Но может иногда дарить подарки, делать приятные сюрпризы. Коровы показывают, в принципе, может содержать. Но то, что это паш, и то, что это вообще вот, как сказать, карта такая немножко пассивная, и маленький такой кубочек у него в руке, да, все-таки говорит вот прижимисто, вот все равно прижимисто, он жадноватый, и он
частично, или, как сказать, вот только чтобы вам поесть хватало там, да, на минимальные нужды. А бизнес он на вас заведет в будущем. Суд. Ну, суд говорит, что что-то такое может быть. Типа, ну, развивай свое дело, давай вот я тебе открою, там, не знаю, салон красоты. Потихоньку, давай развивай свое дело. То есть, в принципе, если бы вы продолжили отношения, перспективы могли бы быть. Но у него в чувствах 10 мечей, то есть как-то отчаялся насчет продолжения-то. И вот давайте как раз посмотрим, а вот продолжатся ли ваши отношения, да? Продолжатся ли они? А вот с этим проблемочка, товарищи. Он, может, и тянул бы вас материально, и, может, завел бы на вас бизнес, но у вас не продолжаются почему-то отношения. У вас отношения сейчас под угрозой, причем под конкретной угрозой. Что делать, чтобы сохранить отношения? Колесница. Ну, во-первых, смотреть вместе в одну сторону, иметь общие цели, иметь общие занятия, хобби. Может, вместе куда-то съездить, развеяться, съездить в отпуск или за город. Может быть, вообще просто вы к нему приедете, если вы на расстоянии, он к вам. То есть позвать в гости, самой приехать в гости. Колесница также показать страсть в отношениях, показать заинтересованность в отношениях, показать, что у вас много общего, что у вас именно, вот я говорю, общие цели и общие хобби. Тогда еще можно что-то спасти. Но у вас под угрозой отношения. Ну, вот такой ответ по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.